Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абилаев. Сегодня в нашем выпуске. Качинское высшее военное авиационное училище летчиков является достопримечательностью с историей, уходящей во времена Российской империи. Межрегиональный педагогический форум «Шаг к успеху». В селе Заречное прошел Кубок Джанкойского района по тэквондо. В Симферопольском районе состоялся финал чемпионата по футболу. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым на автомобильном пункте пропуска Армянск выявили двух граждан, находящихся в федеральном розыске. Гражданин Российской Федерации 1983 года рождения находился в федеральном розыске за совершение уголовно наказуемого деяния по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Другое задержание произошло во время оформления паспорта Российской Федерации гражданки 1982 года рождения. Сотрудники погрануправления выяснили, что личностью женщины интересуются правоохранительные органы Черноморского района в связи с утратой связи с родственниками. Россиянин прибыл на территорию КПП глубокой ночью и успешно пытался покинуть территорию Крымского полуострова. Однако в ходе проверки документов контролеру удалось установить наложенное на данное лицо ограничение. Другое задержание произошло на следующий день. Сотруднику пограничного контроля, оформляющему паспорт гражданки Российской Федерации 1982 года рождения, стало известно, что личностью женщины интересуются правоохранительные органы Черноморского района. В связи с утратой связи с родственниками последние подавали заявление в полицию. После беседы и дачи пояснений гражданка убыла по дальнейшему маршруту. Бессмертный полк в Украине прошел в условиях запрета со стороны властей на использование традиционной символики победы и провокации украинских радикалов, которые привели к конфликтам с участниками памятных мероприятий. В итоге полиция задержала 45 человек. Самый масштабный марш Бессмертного полка прошел в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие около 3000 человек. Так как украинские радикалы из националистической организации добровольческого движения ОУН, организация украинских националистов, запрещена в России, ранее пообещали сорвать мероприятие, полиция еще с утра взяла под усиленную охрану улицы в районе парка Вечной Славы в центре Киева, где должна была пройти акция. В то же время стоит также отметить, что акция «Бессмертный полк» перешагнула границы и приняла мировой размах. К маршу присоединились Канада, Соединенные Штаты Америки, европейские страны. И люди с георгиевской ленточкой на груди прошли с портретами своих родных в память об их великом подвиге. Крым всегда привлекал внимание благодаря климату и своей природе. В годы Великой Отечественной войны маленький полуостров сыграл значительную роль. Два города-героя – Севастополь и Керчь, и город воинской славы – Феодосия. Говоря о Севастополе, стоит отметить не только сам центр, который был разрушен во время войны, но и близлежащие поселки – Мамашая, ныне Орловка и Кача, где располагалось Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, которое является уже, можно сказать, достопримечательностью с историей, уходящей во времена Российской империи. Наш корреспондент Нариман Тарсинова подготовила репортаж об этом. Первое летное училище в Крыму появляется в 1910 году в Севастополе. Оно являлось одним из первых в Российской империи и было создано по инициативе великого князя Александра Михайловича при императоре Николае II. В то время в Российской империи было создано две школы авиации. Офицерская воздухоплавательная школа в Гатчине, которая готовила и военных, и гражданских пилотов, а также Севастопольская офицерская школа авиации, будущее Качинское летное училище, которое готовило только военных пилотов. 24 летчика первых были обучены, и в 1911 году, 26 октября, в Ливадийском дворце царь лично присутствовал при вручении дипломов первым летчикам России. Через 2 года, 21 ноября, школу переводят из Севастополя в поселок Кача, в то время хутор Александра Михайловского. Стоит отметить, что место было выбрано не случайно. Любимая поговорка военных летчиков «А у нас на Каче все иначе» говорит о климате этого места, который подходил для обучения полетам, рассказывает Анатолий Станкевич. Над этим зданием, над средним подъездом, или дом со львами, как его называют, производились полеты того времени. Все, что сегодня есть в мировой авиации, большинство зародилось здесь, на Каче, во время первых полетов. В 1911 году русский офицер Котельников изобрел первый ранцевый парашют. И в 1916 году, 24 ноября, над вот этим зданием, где мы сейчас с вами находимся, произошло испытание этого ранцевого парашюта, удачное испытание. Летчик Ефимов выбросил первых парашютистов.
А 24 сентября 1916 года знаменитый летчик того времени Константин Константинович Арцеулов, это внук художника Айвазовского, над этим зданием 100 лет назад покорил штопор Нестеров. В 1914 году, 5 марта, находился здесь же, на ступеньках этого дома среднего подъезда. Приехал показать свою знаменитую петлю, которая тут же была введена в программу обучения летчиков того времени. В 30-е годы во время развития авиации государственные деятели отправляли своих детей учиться в Качинское летное училище. Среди них 3 сына советского авиаконструктора Артема Микояна. Сын Михаила Фрунзе Тимур Фрунзе. Качинское летное училище выпустило немало летчиков-асов, которые в годы Великой Отечественной войны удостоились звания Героя Советского Союза. Среди них и славный сын крымско-татарского народа Амитхан Султан. С началом войны, во время ведения боевых действий, 289 летчиков-качинцев были награждены звездой Героя Советского Союза. 1 трижды Герой Советского Союза Покрышкин и 12 летчиков-качинцев дважды Героев Советского Союза. Среди них Амитхан Султан. Немецкие асы старались избегать встречи с этими летчиками знаменитыми. Когда попадал летчик на фронт, то спрашивая откуда, с Качи, считалось, что Качи выпускала качественных летчиков, шутя так они себя называли, и в общем в полки с гордостью принимали именно выпускников Качи. Здесь также учился Герой Советского Союза Эмир Усейн Чалбаш. Окончил он Качинское военное училище в 1940 году. В период Великой Отечественной войны прошел путь от летчика-истребителя до заместителя командира авиадивизии. За время пребывания на фронте совершил 360 боевых вылетов. В воздушных боях сбил 17 самолетов. На этом самом месте в 1939 году вместе со своими однокашниками-курсантами фотографировался известный Герой Советского Союза Эмир Чалбаш. В 1941 году Качинское военное авиационное училище было перебазировано в город Красный Кут Саратовской области, а после в Сталинград, ныне Волгоград, где оно просуществовало до 1998 года. За время своего существования училище выпустило 9 кавалеров, 324 героя Советского Союза, 17 героев России, а также 8 космонавтов. Этот памятный знак посвящен 6-му гвардейскому истребительному авиационному полку. Такой самолет в годы Великой Отечественной войны защищал Севастополь. После освобождения до 60-х годов он базировался в гарнизоне. На точно таком же самолете дважды Герой Советского Союза Амитхан Султан проводил испытательные полеты, используя этот самолет как крылатую ракету. Сейчас на месте Качинского училища зона отдыха. Однако аллея героев, дом офицеров, Соединенный дом, или как его еще называли, дом со львами, остался, а каждая улица поселка носит имя героя-выпускника Качинского училища. Это все напоминает об истории этого легендарного места. И даже лестница «Спуск к морю», построенная еще в 1912-м, сегодня используется, напоминая о том, что когда-то здесь ходили великие герои, летчики-асы. Из Качины Риман Тарсинова и Аким Бекиров. Телеканал «Миллет». В Крыму разыскивают автомобиль, который сбил 4 пешеходов и скрылся с места происшествия. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил начальник управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко. По его словам, ЧП произошло в ночь с 9 на 10 мая в селе Петровка Красногвардейского района. Автомобиль приблизительно ВАЗ-2110 или 2112 совершил наезд на 4 пешеходов в переулке Клубный. Водитель скрылся с места происшествия. По предварительным данным, жертв нет. ГИБДД Крыма обращается ко всем, кто стал свидетелем данного происшествия, с просьбой сообщить об этом в полицию. В Симферопольской общеобразовательной школе номер 43 состоялся межрегиональный педагогический форум «Шаг к успеху». В форуме приняли участие руководство школы, а также гости из Дагестана. Все подробности знает наш корреспондент Мухаммед Зикряев. Форум позволяет педагогам различных субъектов Российской Федерации обмениваться опытом и обсуждать несущие проблемы в сфере образования. Магомед Бартиханов, директор Черкесского профильного лицея имени Омарова, приехал из Дагестана, чтобы наладить сотрудничество с коллегами из Крымского региона. Он отметил, что планирует в дальнейшем тесно общаться с директорами крымских школ, а еще намерен пригласить школьников на экскурсию в Дагестан, а впоследствии привозить и своих учеников на полуостров. Самая главная задача, я считаю, что вот такие встречи – это знание других народностей, национальностей, чтобы дети подружились с другими школами. Например, вот в Крыму это
живут татары крымские. Вот украинцы здесь живут, русские. Это понятно, что русские в Дагестане живут, и в других местах. А мы раньше не могли сотрудничать, потому что Крым находился в Украине. А вот сегодня Крым посоединился с Россией, и нам открыта дорога. Что-то новое, что-то хорошее узнать о детях, о народах, которые сегодня живут здесь. Директор Симферопольской общеобразовательной школы номер 43 Елена Соколова отмечает, ученики и педагогический состав школы всегда рад новому сотрудничеству. Она рассказала, что в планах школы наладить контакты не только с Республикой Дагестан, но и с другими школами Российской Федерации. Совместная встреча включала в себя мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, общение со старшими классами, общение с членами военно-патриотического клуба «Полет» и представление работы нашей школы по всем направлениям. Отрадно, что образовательное пространство нашей школы расширяется. Мы очень рады обрести новых друзей и сотрудничать. Спасибо вам огромное за проведенную совместную работу. Заместитель директора по воспитательной работе Ирина Карлюга рассказала, что на сегодняшний день очень важно проводить такие форумы, потому что подрастающее поколение нуждается в общении со своими сверстниками из разных уголков страны. Сотрудничество с Дагестаном в дальнейшем, я думаю, нам даст обмен опытом. Директор Черкесского лицея рассказал нам о том, что он имеет большой опыт по антитеррористической работе, по работе по противодействию употреблению наркотических средств. Эта работа как раз воспитательная. Я думаю, что обмен опытом будет нам очень полезен. А в завершении мероприятия гостям из Дагестана представили концертную программу, на которую учащиеся школы продемонстрировали культуру различных народов Крыма. Мухаммед Зикиряев, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В ночь с 10 на 11 мая мусульмане всего мира отмечают наступление ночи Берат. Ночь освобождения. В эту ночь мусульмане читают молитвы за умерших и во искупление грехов дают клятвы на будущее. Это вторая по значимости святая ночь в исламе после Лейлят Аль-Кадр. Согласно исламскому преданию, в эту ночь Всевышний проявляет милость ко всем людям, кроме приверженцев многобожия и тех, в чьих сердцах есть злоба. Мусульмане с особым трепетом относятся к этой ночи, посвящают ее молитвам, прося у Аллаха милости и прощения. В селе Приветное отметили 60-летие филиала «Массандра». Дегустация вина, праздничный концерт, танцевальные и вокальные номера для работников и ветеранов предприятия – все это удалось увидеть и нашей съемочной группе. Здесь, в селе Приветное, находится один из 8 массандровских филиалов. Именно ему в этом году исполняется 60 лет. А на этих виноградниках, по сути, и рождается вино. На территории села Приветное впервые проводится столь масштабное празднование дня рождения филиала «Массандра». Песни, танцы, а также поздравительные выступления. Именно здесь из 2500 работников общего количества винного предприятия «Массандра» работают 170 человек. По словам генерального директора Янины Павленко, Приветное является совхозом-передовиком. Это совхоз-передовик в полном смысле этого слова по выполнению всех планов. И мы гордимся, что сегодня такой филиал входит в Массандру. И те обновления, которые сегодня происходят в целом на Массандре, они касаются и филиала Приветное. С момента создания филиал славится Мадерой, портвейнами, а также столовыми сортами винограда. В 90-е годы ассортимент дополнили мускатели, а с прошлого года еще и высококачественные сухие вина. Оказывается, процесс ухода за виноградниками непрост. На протяжении целого года сотрудники совхоза уделяют им немало времени. Мы занимаемся обрезкой винограда. Потом переходим к ремонту шпалеры. Это установка упавших столбов, натяжки проволоки. И после этого мы начинаем подвязывать виноградник к шпалере. После всего этого мы начинаем обламывать виноград от ненужных побегов, которые просто забирают питание у этого куста. После чего начинаем зеленую подвязку. Подвязываем длинные побеги к проволоке. Тем самым, приводя их в идеальный вид, виноградники у нас становятся похожи на стенки. Сами же работники отмечают, что самым любимым этапом работы является сбор урожая. Мне нравится весь вид работы, но особенно нравится сбор урожая, потому что виден на протяжении года, видна наша работа и виден результат. И мне нравится сбор винограда, потому что видно наши труды за целый год.
смотришь и получаешь необыкновенное удовольствие. Это молодые виноградники сорта шардоне. Они располагаются на территории площадью 10 гектаров. Эти виноградники были посажены в прошлом году, а весной для них был установлен железно-бетонный кол. Чтобы собрать урожай именно с этих виноградников, за ними нужно ухаживать еще 4 года. Сейчас этому филиалу принадлежит территория площадью 300 гектаров. По словам специалистов, в этом году ожидается высокая урожайность винограда. Как вы видите, виноградники у нас ухоженные. Это всегда между ранняя вспашка и летняя на 10 сантиметров культивации. Это мы делаем где-то около 5-6 раз за весь сезон. И вот с этого поля мы будем иметь где-то 65-70 центнеров с 1 гектара. В прошлом году Приветнинский филиал получил самую высокую урожайность по объединению. Этот филиал выращивает 20 сортов винограда. Они делятся на 2 категории – столовые и технические. Из технических сортов делают вино. На предприятии есть цех для его хранения. А это цех выдержки вина. Здесь насчитывается 49 бутов. Именно в них хранятся крепленные вина. Перед закачкой дубовая емкость обязательно моется, пропаривается. Вот лаборатория проверяет, делает, микробиальная лаборатория смотрит, чтобы ничего постороннего не находилось. И только после этого бут закрывается и в буты закачивается виноматериал. Стоит отметить, что после воссоединения Крыма с Россией началось обновление машино-тракторного парка, а также проведен капитальный ремонт емкостей на винзаводе объемом 82 тысячи декалитров. Султания Меджид, Рамазан Аливапов, телеканал «Миллет». Минувшие выходные стали насыщенными для любителей восточных боевых искусств. В селе Заречное прошел Кубок Джанкойского района по тэквондо МФТ. Он был посвящен Великому празднику Победы. В турнире приняли участие более 150 спортсменов из 10 районов Крыма. Там удалось побывать и нашему корреспонденту. Участники турнира выступили в 2 дисциплинах – спарринг и базовая техника упражнений. Спортсмены были разделены на 3 категории – весовая, возрастная и поясная. В турнире приняли участие спортсмены от 5 до 18 лет. Сегодня на турнире участвует эта категория «Б» спортсменов. Это все новички. Спортсмены, которые на больших турнирах тяжело проявить себя. Сегодня мы даем им возможность проявить себя в данном турнире. Эмиль Исмаилов, обладатель белого пояса, занимается тэквондо на протяжении полугода. Он выступил в весовой категории до 27 килограмм и завоевал золото в дисциплине массоги. Рассказывает, этот турнир очень важен для него, ведь у него есть цель. У меня есть цель, я хочу стать чемпионом России. Главный тренер Джанкоя и Джанкойского района по тэквондо рассказал о том, что ожидает спортсменов после турнира. На основании этого турнира будет заключаться сборная Джанкоя и Джанкойского района. Собираться для выезда на чемпионат Крыма. Стоит отметить, что в Джанкое и в Джанкойском районе тэквондо развивается достаточно активно. На сегодняшний день там открыто 2 секции по этому виду спорта. И уже осенью в селе Заречное планируется открытие еще одной. С сентября у нас тоже будет открыт здесь секция по тэквондо. Что касается по базе, материальной базе, вы видите, что есть все условия для организации и проведения такой секции, как тэквондо. У нас прекрасный спортивный зал, прекрасная спортивная площадка. И поэтому в этом направлении будем работать, будем проводить такие мероприятия и будем развивать спорт именно в нашем учебном заведении. По словам председателя Джанкойского районного совета Игоря Куприянова, спорт очень важен для развития молодого поколения, и руководство района будет оказывать дальнейшее содействие в развитии различных видов спорта. Это мероприятие проводится у нас впервые, но мы и дальше, руководство района и дальше будет развивать этот вид спорта, всячески содействовать, помогать развитию тэквондо в Джанкойском районе. 24 июня в Евпатории пройдет международный турнир с участием сборных команд Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, а также 10 регионов Российской Федерации. Все желающие могут прийти и поддержать спортсменов. Султания Меджид, Мухаммед Нестуров, телеканал «Миллет». Ко дню Великой Победы в Симферопольском районе состоялся финал чемпионата по футболу. Футбольные команды «Фрегат» и «Заря» боролись за кубок чемпионата района. С командами познакомилась и наша съемочная группа. В
финал чемпионата Симферопольского района вышли две команды – «Фрегат» из Каменки и «Заря» из села Первомайское. На игре присутствовала и глава администрации Симферопольского района Ирина Бойко. Она отметила, что в Симферопольском районе спорт активно развивается. Молодежь поддерживает здоровый образ жизни. Я хочу сказать, что вообще сейчас очень сильно спорт в Симферопольском районе очень занял такую высокую планку. Благодаря именно отделу управления по спорту, вот они действительно работают совместно, то есть как бы команды сильные команды у нас здесь и в самом районе, и в сельских поселениях. Председатель Федерации футбола Симферопольского района Сергей Петрукович поздравил финалистов и подчеркнул, что среди 24 команд эти две команды показали лучшие результаты в ходе турнира. Прежде всего хочу сказать и поздравить команды финалисты, которые вышли в финальную часть этого турнира. Это «Фрегат», Каменка и «Заря», село Первомайское. То есть это одни из лучших команд, которые доказали в процессе турнира, что они заслуженно участвуют в финальной части. В первом тайме игроки обеих команд показали свой профессионализм. Игра была жесткой и интересной. Ни одна из команд не пропустила мяч в свои ворота. Футбольная команда из микрорайона Каменка «Фрегат» сформировалась в 2008 году. Команда ежегодно активно принимает участие в чемпионате Симферопольского района. Были и успешные сезоны, и неуспешные тоже были также. Ну, по крайней мере, существуем, и довольно-таки здоровая команда есть, которая готова конкурентно вести борьбу в этом чемпионате. Во время второго тайма игра шла на равных. Счет был 2-2. Но в последние минуты футбольной команде «Заря» удалось забить последний решающий гол, в результате чего «Заря» стала обладателем Кубка района, а «Фрегат» занял второе место в чемпионате Симферопольского района. Проиграть этот матч, обидно, конечно. Я бы хотел все равно поблагодарить своих ребят за самоотдачу, бойцовские качества, командный дух, который они проявили в этом матче. Как говорится, без поражений побед не бывает. Главная задача спортивного сообщества – это побольше молодежи нашей привлечь в спорт и отдалить, как говорится, от улицы. С 2009 года футбольная команда «Фрегат» в Каменке благоустроила территорию, которую они использовали как свое футбольное поле. Но сейчас на этой территории идет строительство детского сада. Мы не против, конечно, дети – это главное наше. Надо, конечно, хотелось бы, чтобы нам власти помогли с выделенной землей, нам хотя бы землю дали, чтобы мы сами уже там благоустроили все. В принципе, мы нашли место на роднике там. Пусть нам только разрешение дадут хотя бы. Мы хотим сделать стадион. У нас около более 100 человек. У нас дети только. Две команды «Адалет», «Фрегат» занимаются футболом. На сегодняшний день футболисты приметили территорию. Они также готовы благоустроить поле и заниматься своим любимым видом спорта. Подобрали кусочек земли, который на данный момент является свободным. Если бы нам его дали, мы бы могли организовать футбольное поле и в дальнейшем дальше заниматься. Футболисты надеются, что в ближайшее время у них появится свое футбольное поле, и они готовы тренироваться и показывать хорошие результаты. Султанияси Такаева, Рамазан Аливапов, Умнир Мустафаев, телеканал «Миллет». Футбольная команда «Кызылташ» одержала техническую победу над сборной команды Севастополя. Игра сборной команды Севастополя и «Кызылташ» не состоялась. Футболисты сборной Севастополя не предоставили карточки, без которых спортсмены не были допущены к игре. Команда не предоставила карточки. По регламенту данная ситуация расценивается как техническое поражение сборной команде города Севастополя и 3-0. То есть «Кызылташ» технически одержал победу, соответственно, и получил свои 3 очка сегодня. Приехали зрители, всем хотелось футбола, но, к сожалению, есть вот такие вот регламентные вещи, которые необходимо соблюдать. А это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абивлаев. Не переключайте телеканал «Миллет». До новых встреч в эфире.